Пожарная часть номер 10 поселка Кангаласы сегодня объявила голодовку в связи с нарушением трудового законодательства. Сотрудники части требуют для себя более льготных условий труда и повышения зарплат. Эти требования они озвучили сегодня на совещании председателя Госкомжизнеобеспечения региона Юрия Зайцева. Подробности ситуации у наших корреспондентов. Конфликт интересов между начальником государственной противопожарной службы в Якутии и трудниками части номер 10 поселка Кангалас чуть не перерос в массовую голодовку пожарных. Но председателю Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности Юрию Зайцеву удалось уладить конфликт сторон в ходе посещения части. Русские, значит, у них дежурная смена сутки через трое. Вот. Это нормальная, значит, сетка и распорядок. Вот. Но есть предложение перевести на 12-часовой рабочий день. Также тоже будем эти вопросы рассматривать. Может, на 8-часовой рабочий день. Ну, для этого надо с людьми все равно встретиться и обсуждать эти вопросы. По статданным, за последние 5 лет в Кангаласах произошло 12 пожаров, из которых 2 в прошлом году. И все остальное время они ждут вызова и несут службу согласно распорядку дня. С 9 до 12 у нас учебные занятия. С часу до 2 у нас обед, принятие пищи. С 2 часов до 3 психологическая разгрузка, потом ремонт, занятия техникой с 5 до 7, культурно-массовый отдых, просмотр телевизора и отбой, ужин и отбой. По большей части пожарные недовольны отношением к ним со стороны руководства ГПС. Они обвиняют свое начальство в дискриминации их прав, невыплате 13-й зарплаты, недокомплектации обмундированием и в целом отсутствием материально-технического оснащения части. Хотя в ангаре стоят 2 новенькие пожарные машины, которые были получены в конце 2015 года. Тогда в рамках модернизации автопарка бюджетом Якутии было закуплено 116 автомобилей. Это было первое крупное обновление пожарной и автомобильной техники за всю историю существования противопожарной службы не только республики, но и России. По итогам встречи Юрий Зайцев потребовал закончить голодовку, поскольку часть поставленных вопросов не имеет под собой оснований. Пожарные согласились с такой позицией. На данный момент им направлено официальное соглашение Госкомобеспечения, с которым они должны ознакомиться. Сусанна Рожина, Ольга Лысак, Георгий Григорьев, Якутск.